В Чечне федеральные войска продолжают наступление на Шатойском направлении. По сведениям Интерфакса, операция по освобождению Шатоя, вероятнее всего, будет завершена во вторник. А в минувшие сутки артиллерия объединенной группировки войск наносила удары южнее населенных пунктов Советское, Большие Варанды и Нажай-Юрт. По оценкам штаба командования объединенной группировкой федеральных войск в Чечне, у Дудаева осталось лишь 5-6 разрозненных отрядов, в которых на сегодняшний день насчитывается около 3000 боевиков. Но не только активизацией боевых действий отмечен нынешний день. В Грозном состоялось торжественное построение частей группировки федеральных сил. Сегодня командующий объединенной группировкой федеральных войск генерал-полковник Анатолий Куликов вручил наиболее отличившимся в ходе боевых операций солдатам и офицерам государственные награды. Состоявшийся вслед за этим небольшой парад и концерт по случаю празднования Дня независимости России, похоже, так и не создали атмосферу настоящего праздника. Оно и понятно, сегодня в Чечне мало поводов для радости. Минувшей ночью при попытке высадки десанта был сбит в горном ущелье еще один вертолет российских войск. Количество погибших и раненых при этом уточняется. Несколько суток здесь, в Шатойском ущелье, продолжаются ожесточенные бои. Рубеж перед районным центром Шатой отстаивает одна из самых крупных и хорошо вооруженных группировок. У противника господствующие высоты и безупречное знание местности. Командование военной операции на данном направлении отмечает, что позиции федеральных войск обстреливаются не только из тяжелых орудий и крупнокалиберных минометов, но даже из установок «Град». В результате этого атакующий полк 201-й мотострелковой бригады только за 2 часа потерял 5 человек убитыми и 24 ранеными. Пресс-служба президента Ингушетии сообщила, что сегодня в аэропорту Слепцовское военный вертолет обстрелял готовый к вылету в Москву пассажирский самолет Ту-134. Самолет получил многочисленные повреждения, и лишь по случайности не пострадали люди. Аэропорт Слепцовское уже второй день не принимает и не отправляет самолеты. Пресс-служба президента Ингушетии предполагает, что федеральные власти закрыли его, опасаясь, что Дудаев может воспользоваться этими воздушными воротами.